Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Министр спорта России Павел Колобков заявил, что после выполнения дорожной карты российская сторона начнет конструктивный диалог со Всемирным антидопинговым агентством. Напомню, исполком ВАДА 20 сентября 2018 года восстановил полноправный статус российского антидопингового агентства, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. У нас хорошие рабочие взаимодействия с Международным олимпийским комитетом. Мы работаем с ВАДА. Сейчас у нас есть дорожная карта. Я надеюсь, мы ее выполним до конца и начнем конструктивный диалог. Мы вернем наши права. Мы ко всему готовы. Надеемся, что этот путь закончится, и мы начнем аккредитовывать лабораторию, и наша антидопинговая система заработает в полном объеме, сказал Колобков. Сборная России одержала победу над командой США в пятом туре чемпионата мира по керлингу среди женских команд. Соревнования проходят в датском Силькеборге. Встреча завершилась со счетом 8-7. Российскую команду на турнире представляют Алина Ковалева, Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. Следующий матч россиянки проведут против лидера турнирной таблицы команды Китая, которая одержала 5 побед в 5 матчах. Россиянки вместе с шведками делят второе место, имея в активе по 4 победы и 1 поражению. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 13 на 12 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации. В активе 22-летнего теннисиста 2845 очков. Данил Медведев сохранил 15-ю позицию. Андрей Рублев поднялся на 3 строчки и занимает 99 место. Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович. Следом за ними идут испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев. Австриец Доминик Тим, победивший на турнире серии Мастерс в Индиан Уэльсе, поднялся на 4-ю строчку. Футболист санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба будет капитаном сборной России на матче отборочного турнира чемпионата Европы против команды Бельгии. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов. Напомню, Дзюба был назначен капитаном сборной России осенью 2018 года после того, как о завершении карьеры в национальной команде объявил вратарь Игорь Акинфеев. Встреча с бельгийцами пройдет в Брюсселе 21 марта. Этот матч станет 5-м для Дзюбы в качестве капитана национальной сборной. Всего за команду России Дзюба провел 32 матча, в которых забил 15 мячей. Омский «Авангард» обыграл астанинский «Борис» со счетом 5-0 в третьем матче второго раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. Шайбы в матче забросили Андрей Стась, Сергей Шимаков, на его счету дубль, Кирилл Семенов и Коди Франсон. Счет серии до 4 побед стал 2-1 в пользу «Авангарда». В другом матче плей-офф уфимский Салават Юлаев обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2-1. В составе победителей взятие ворот провели Владимир Ткачев и Йонас Кемпайнен. У проигравших отличился Александр Кучерявенко. Счет серии до 4 побед стал 2-1 в пользу Салавата Юлаева. Четвертые матчи второго раунда плей-офф пройдут 20 марта. Не менее зрелищные хоккейные баталии прошли на якутском льду. В Удачном состоялся розыгрыш Кубка Мирнинского района. Звание победителей в течение 3 дней оспаривали команды из Удачного, Айхала и Мирного. Тему продолжат наши коллеги. На ледовой арене 2 сильнейшие команды района из Мирного и Удачного. Противостояние этих сборных стоит еще с основания хоккея в Мирнинском районе. Не первый год они борются за звание лучшей хоккейной сборной в районе. На льду было жарко. Команды не давали приблизиться к своим воротам ни на метр. Но спустя несколько минут первого тайма ворота распечатали гости поля, но после получили ответную шайбу. На протяжении всей игры сборные сравнивали счет, но в последние 5 минут третьего периода команде «Удачный-1» удалось забить в ворота соперника еще одну шайбу. Но мирнинцы не намерены были уступать. Сборная алмазной столицы в последнюю минуту матча решила рискнуть и поменяла вратаря на дополнительного игрока команды. Нам что терять? Либо 2 проигрываем, либо 1. Какая разница? То есть создаем численное преимущество и стараемся забить теми силами, что есть. Несмотря на риски мирнинской сборной, матч закончился со счетом 5-4 в пользу хозяев поля. Удачинские спортсмены признаются, чтобы одержать победу, пришлось сильно попотеть. Очень было тяжело, особенно первые 2 периода. Задохнулись вообще. Если честно, очень соскучились по таким играм. Ребята мирные, просто молодчики, прям хорошая команда. Прям очень было тяжело. Бронза в турнире досталась айхальской команде. Серебро отправилось в Мирный. Победителями турнира стала сборная «Удачный-1».
Пока нам известны только команды-победители, но очень скоро мы узнаем имена тех спортсменов, которые отправятся представлять наш район. Злата Курбанова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Это были новости спорта. Всего доброго.